В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, в Уфе перед судом предстанут мошенники, которые продавали несуществующие машины и обманули клиентов на 85 миллионов рублей. Сотрудники автосалонов заманивали водителей большими скидками, убеждали приобрести иномарки по максимально низким ценам и обещали помочь выгодно оформить кредит. Однако после внесения полной предоплаты внезапно возникали разные проблемы. Как не стать жертвой аферистов? Об этом и не только. Нам расскажет адвокат Искандар Кабиров. Он у нас в студии. Искандар, здравствуйте. Здравствуйте, Тимур. Итак, Искандар, твой комментарий по поводу вот этих громких задержаний. Очень много пострадавших, очень много задержанных. Как вообще им удавалось столь длительное время раскручивать вот эту свою мутную схематозу и оставаться вне подозрения от правоохранительных органов? В первую очередь хотел бы обратить внимание, при каждой сделке купли-продажи оформляется договор в письменной форме, который, по сути, при обращении в полицию может послужить основанием тому, чтобы вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям того, что имеются гражданско-правовые отношения. То есть глубоко, как правило, на первых порах никто не разбирается, видит, что есть договор, есть цена, есть машина или нет машины, то есть все это списывают на рутину бумажную, ну и, соответственно, после длительного промежутка времени накапливается такое большое количество обращений, и тому пример вот это вот дело, которое на сегодняшний день находится, как я понимаю, в Октябрьском районном суде. Да, все верно. Но аферисты действовали ведь не только на территории Республики Башкортостан, но и в соседних регионах. И я так понимаю, это не простые там какие-то дядя Вася с дядей Петей, которые созвонились и решили вот так вот обманывать сотни там людей на автомобиле. Это уже какая-то четко спланированная, организованная целая группа? Я предполагаю, что действительно работало очень большое количество людей в этом, так назовем, предприятием. Да? Вот. Достоверно говорить о квалификации мне не приходится, потому что я не углублялся в это. Да? Но если речь вести о том, что если им вменялась статья 210 уголовного кодекса... Да, совершенно верно. 159-я, то есть это мошенничество особо крупным, да. И 210-я им инкриминируется. Да, это, значит, статья организации преступного сообщества. Там 40, которые могут назначаться виновным лицам, они достаточно серьезные. То есть реальная посадка будет однозначна. Угу. По нашей информации, в деле более 900 томов. Это же насколько могут затянуться судебные заседания, слушания, учитывая, что более 400 человек пострадали от рук аферистов? Ну, я считаю, что это уголовное дело будет рассматриваться судом около 2, а то и более лет. Вот. Хотел бы обратить внимание, география, то есть если речь вести за соседние регионы, то для того, чтобы только допросить всех потерпевших, это займет достаточно продолжительный период времени. Ну и, соответственно, иные мероприятия, которые осуществляются судом, это тоже достаточно не простой процесс, поэтому, полагаю, это будет достаточно длительный процесс. Да, длительный процесс. А получат ли они реальные сроки? И вообще, сколько они могут получить? Делать какой-либо прогноз, я считаю, без изучения документов мне нет возможности. Почему? Потому что есть определенная статистика, которая сложилась у меня за время моей практики, где я могу говорить о каких-то обстоятельствах, которые могут послужить для назначения реального наказания, либо наказания с применением условного срока осуждения. Вот, поэтому на сегодняшний день я считаю, что самые основные, скажем, лица-организаторы, они понесут наказание, которое в последующем будет связано с лишением свободы. Искандар, скажи, пожалуйста, честно говоря, тебя лично, твоих близких знакомых пытались обмануть в автосалоне, там, те же самые аферисты при покупке автомобиля? Опять-таки, за время моей практики в статусе адвоката было, как минимум, на моем счету около 5-6 раз, когда я сталкивался именно с таковой проблемой. Вот. В первую очередь, я сам множество раз покупал себе автомобиль, и с учетом того, что у меня есть бэкграунд, который мне позволяет делать выводы, исходя из происходящего передо мной, то есть я оцениваю, организация, она достойна уверенности в ее деятельности или нет. Вот, что касается
ярких примеров, когда приходилось помогать людям, гражданам, которые ко мне обращались. То есть буквально еще полгода не прошло, автомобиль, ну, красная цена 600 тысяч стоил, продали его за 1 200 000, с учетом кредита сумма была 1 800 000. И это у нас в Уфе такой случай? Да, у нас в Уфе. Вот, соответственно, машина не успела доехать до дома, то есть даже 60 километров не прошла, и у нее заклинила коробку передач. Вот, соответственно, ко мне обратились, я по принципу «куй железо пока горячо» успел создать условия для того, чтобы салон оценил все риски того, что можно им предъявить. Опять-таки речь идет не только о гражданской правовой ответственности, но и уголовной. Соответственно, после некоторых споров было ими принято решение лучше с Богом отпустить этого потребителя, вернуть деньги, расторгнуть договор кредитный, ну и, соответственно, статус-кво восстановить. Ну, это получается, они ему заведомо зная уже продали сломанный, да, автомобиль, который находится в непригодном, по сути, состоянии. Хотел бы обратить внимание, что договор составляется таким образом, что можно, там, условно говоря, иносказательно указать, что продается ведро с гвоздями. Вот. А тот гражданин, который договор подписал, по умолчанию считает, что он согласился с этими условиями. Если у него какая-то поломка произошла, если он выехал за пределы автосалона, то считается вроде как, что это уже его личная поломка, и он сам виноват. Потому что, как правило, машины продаются не новые, а бывшие в употреблении. Ну вот, будучи сам журналистом, при покупке автомобиля, расскажу тебе тоже случай, сам чуть не попался на уловку мошенников. То есть пришел в автосалон, и мне тут же предложили заполнить для начала анкету, тут же предложили внести при 50 тысяч рублей для того, чтобы автомобиль никуда не ушел, так скажем, да, и вот пытались взять нахрапом, я так понимаю, да, и там, то есть, люди специальные сидят как психологи, они специально проходят какие-то тренинги, потому что я вот уже готов был распрощаться со своими деньгами, но в последний момент я понял, что меня где-то там немножко обманывают, так скажем, да, и уже начал с ними по-другому общаться, и все-таки они поняли, что лучше, наверное, не связываться, и отпустили меня с Богом. Ну, мое мнение следующее. Полагаю, что в салоне, где продают подобного рода машины, действительно существует целый ряд способов того, чтобы машин можно было прямо вот втюхать доверчивому гражданину. К одиноким мужчинам, как правило, подходят девушки, которые выглядят хорошо, то есть они его, скажем так, обольщают, может, в какой-то степени, отвлекают внимание на себя, и при этом гражданин, потенциальный покупатель, подписывает все, что ему дают. При этом, как правило, играет, может, громкая музыка или еще что-то, то есть, ну, рассеивают внимание. Поэтому моя рекомендация — читать договор обязательно, опять-таки, всегда брать копию, не отдавать копию для ксерокопирования, для того, чтобы не могли подменить эти документы. И все абсолютно нюансы договора нужно изучать, не торопиться, ждать до последнего. И если сделка проходит, там, условно говоря, с утра до вечера, то это уже надо задуматься, что, как правило, человека выматывают, чтобы у него уже не было сил для того, чтобы оценивать критичную ситуацию. Соответственно, под вечер уже готов человек подписать все, что хочешь. То есть злоумышленники, получается, такую создают благоприятную атмосферу, да, для своего потенциального клиента, как ставят сети, заманивают его туда и потом уже не отпускают до тех пор, пока он действительно не подпишет договор. Бывает случай, что забирают паспорт и потом под предлогом того, что его не отдадут, заставляют там вносить какую-то минимальную сумму, которая якобы явилась поводом для того, чтобы автомобиль застолбили за ними. Там, либо под угрозой того, что не вернут их автомобиль, который они сдали в трейд-ин, заставляют оформлять какой-то кредит с дикими процентами. То есть много-много всяких схем, всего за вот короткий промежуток времени не перечислишь, но единственная установка для всех желающих приобрести автомобиль — всегда проверять по базам. На сайте ГИБДД есть возможность в свободной форме бесплатно забить ВИН-код и посмотреть историю автомобиля. Вот, также автотека стоит в среднем 300 рублей, насколько я знаю. Тоже там можно посмотреть двигатель, какие-то повреждения были, ремонты, скрученный спидометр или еще что-то. То есть проверять максимально полноценно всю машину. Ну и если уж совсем нет уверенности в том, что ты можешь сам осилить такую процедуру, то привлекать специально обученных людей, там, которые занимаются профессионально этим, да. То есть, ну, не исключено, что, может быть, у кого-то выбор пойдет на адвоката, но в моем случае я всегда действовал исключительно от
своих знакомых, которые меня никогда не подводили. Ну, а вот что касается людей преклонного возраста или, допустим, людей, которые приехали из глубинки, вот у нас тоже часто такое бывает. То есть они приезжают, видят какой-то автосалон, думают, ой, место красивое, привлекательное, дай-ка мы зайдем, посмотрим, что у них там. А их начинают там уже обрабатывать, и в итоге они выходят там с кредитными обязательствами там, в 2, там, и то и более миллионов рублей. Ну, правильно будет сказать, может быть, эта категория граждан, это группа риска, она незащищенная, да, и если с ним нет какого-то сопутствующего, сопровождающего там сына или дочки или еще какого-то знакомого, то действительно их могут так объегорить, что они в последующем будут отдавать баснословные цены, как минимум за кредит, при том, что, как правило, судиться у них нету денег, и из-за этого они у разбитого корыта остаются. То есть и машина у них толком не ездит или не та, которую не хотели, ну и, соответственно, денег нет и некуда деваться. Поэтому в моем случае я всегда рекомендую обращаться в полицию, чтобы все было зафиксировано, чтобы, может быть, есть шанс, что кто-то из полицейских отреагирует. Вот. Но с учетом того, что сейчас очень-очень кадровый голод в полиции, то на это в последнее время очень не приходится уповать. Поэтому своими силами исключительно просто жаловаться, придавать огласки, обращаться во всякие инстанции, уполномочен по правам человека, либо там, прокуратуру, либо закон, либо общество по защите прав потребителей. То есть все эти организации, как правило, хоть какую-то помощь могут оказать. Самое главное не сидеть без дела, а просто максимально делать все возможное. Искандар, и в завершении нашего разговора несколько советов для наших телезрителей. Что бы ты посоветовал, вот как адвокат? На что еще стоит обращать внимание? Может быть, на низкую цену автомобиля? Иногда ведь делают так. Ну, я думаю, что здесь совокупность вот этих всех обстоятельств, на которые нужно обращать внимание. Самое главное, когда наверное, самое главное, когда вас всячески призывают к тому, чтобы подписать договор, угрожают тем, что с вас удержат неустойку. То есть в этом случае 100% нельзя ставить никаких подписей. Просто уходить с салона, звонить в горячую линию, там полицию или еще что-то. Ну, в данном случае речь идет, если паспорт отобрали, включать видеокамеру, включать диктофон, нарочито об этом им говорить, потому что они боятся огласки, и когда начинаешь снимать их лица, они, как правило, как улитки прячутся в ракушке, и, соответственно, получается так, что как минимум уходит человек при своем, да, вот, ну, вот такой совет. Спасибо большое, что нашел время и пришел к нам в студию и ответил на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был адвокат Искандар Кабиров. Я же с вами прощаюсь, ну а вы оставайтесь на телеканале БСТ.